Я вообще против того, когда люди говорят только о том, что неправильно. Потому что Слово Божие – это созидающая сила. И она должна всегда раскрывать, даже если ты понимаешь, что оно приходит и говорит о том, что неправильно, оно должно раскрывать путь, а что же делать, чтобы было правильно. Знаете, вот вообще тема епископа, я ее продолжу сегодня. Но я продолжу в таком созидающем ключе, но хочу несколько вещей сказать о неправильных епископах. Знаете, я сталкивался, и это правда, вот сейчас без всяких приколов я расскажу вам историю о епископах. Я был где-то лет 15 назад в Греции. Греция, на минуточку, это Евросоюз. Там, по идее, должны работать законы Евросоюза, по идее. В Евросоюзе все правильно, там права одних не должны ущемляться правами других, по идее. Демократично, должно быть так. Но я столкнулся в Греции с одной вещью. Во-первых, там есть доминирующая религия. В смысле? То есть там есть религия, которая рулит буквально всем. Например, если ты грек и ты хочешь устроиться на работу, в резюме ты должен написать свое вероисповедание. И если вдруг твоему работодателю, который тоже принадлежит к доминирующей религии, не понравится то, что ты не являешься частью этой религии, он может тебя не принять на работу в Греции, в Европе. Такие локальные законы существуют. Прикиньте. Это 100% дискриминация. А скажу больше. Когда я был в одной протестантской церкви, я с ними разговаривал, речь зашла у нас о регистрации церкви здесь, о регистрации церкви там, здесь, тут. То есть мы начали говорить о разных ситуациях, которые происходят. Они мне рассказали историю. Они мне сказали, если мы из протестантской церкви, мы вот вдруг собрались и захотели зарегистрировать, там, например, на территории района Капандалукас, я не знаю, такого района нет, наверное, просто по-гречески звучит. Вот в районе Капандалукас мы решили зарегистрировать протестантскую церковь. Знаете, что я должен сделать? Один из шагов. Я должен пойти к епископу доминирующей религии и спросить у него его разрешение. И если только он согласится и даст мне это разрешение, меня на территории Капандалукаса зарегистрируют. И я стану религиозной единицей, то есть там я стану юридическим лицом только с разрешения этого епископа. Большинство этих епископов, соответственно, не дают такого разрешения. Что это такое? Это союз, большой союз церквей, который называется там течение, религиозное ответвление, деноминация. Это такая организация, за которой уже нет давным-давно Христа, Его любви, Его каких-то настоящих ценностей. Я знаю огромное количество, поймите, я не против сегодня всяких епископов. Есть просто вот такие, есть хорошие люди Божии, есть помазанные люди Божии, которые сегодня носят так называемую позицию епископа. Часто это говорят, сан епископа. Но на самом деле, когда ты спрашиваешь, что такое сан, люди говорят, Сан Саныч, сенсей, что такое сан? Кто сказал? Титул, да? Это фактически то же самое, что, например, граф или барон, князь, грек-индус. Слышите, друзья, люди, когда они все это говорят, у меня всегда возникает один и тот же логичный вопрос. А можете мне это показать из Писания? Я вообще, когда пришел первый раз в церковь, я пришел со своими идеями о том, какая должна быть церковь. Вы же, наверное, точно так же пришли. Вот первый раз, когда вы столкнулись с христианской церковью, у вас были предположения, что там должно быть. Там, например, священник должен стоять в определенном нараде, и никак не может быть на его наряде слово «Левайс» написано. Не может такого быть, это неправильно, он не попадает в священнический дресс-код.
Он не может быть без седой бороды, согласитесь, правильно же я говорю? У него должна быть шапка определенная и т.д. и т.п. Например, витражи там должны быть, какие-то, LED-экран точно не должен быть. Точно это неправильно, это не попадает в канон нашего понимания о церкви. Но знаете, когда мы сталкиваемся с Богом, со Словом Божьим, мы понимаем, церковь это Божья организация, если так можно сказать. Церковь это Божье творение, и Он, это Божья сущность, и Он там глава, хозяин, и Ему виднее, как там должно быть и чего там не должно быть. Согласитесь, друзья? Поэтому, когда мы приходим в церковь, мы строим церковь, нам надо согласиться со Словом Божьим, то есть с тем, что Бог говорит о церкви, чтобы нам построить такую церковь, которая записана в Библии. Мы строим же не свою церковь. Мы строим не церковь, которая принадлежит какой-то деноминации или какому-то союзу. Мы хотим построить Божью церковь, и у Бога есть свое понимание, какой должна быть церковь, и у Него есть свои правила, у Него есть свое видение, и у Него есть свое представление о том, что такое церковь и как она должна функционировать. Итак, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на некоторые важные вещи сегодня, связанные с церковью. И мы будем делать для себя выводы о том, какую церковь мы хотим строить и от чего мы хотим уходить или от чего, что мы хотим избегать в своей жизни. Итак, если мы вернемся к старой теме, вообще существует 3 типа церквей. Или церковного управления, церковного руководства. Кто-то из вас слышал, кто-то, может быть, сегодня услышит впервые. Можете, кто знает, 3 типа церковного управления существуют в сегодняшних церквях христианских. На самом деле это не пасторская церковь, это епископская церковь. Потому что в конечном итоге в этих пасторских церквях, так как они все находятся в каких-то объединениях, союзах, в каких-то течениях, в каких-то деноминациях, у них всегда есть во главе какой-то главный епископ. И фактически это система управления, когда епископ во главе союза, и союз состоит из церквей, и в церквях есть пасторы, которые управляют церквями. Эта система называется епископская система. Существует прямо противоположная система, она называется конгрегационалистская. Слышали когда-нибудь? Это когда конгрегация принадлежит сама себе. И даже если она вдруг является частью какого-то союза, она все равно принимает автономные решения. Она совершенно независимая от решений каких-то там важных людей извне, потому что самое главное это то, как проголосует конгрегация. То есть, например, община, она решает, что мы будем, например, собираться не в 5 часов, а мы будем собираться в 7 часов. И большинство проголосовало, и все, мы решили. К примеру, мы согласились, что у нас будет новое оборудование, и мы голосуем, Мэки или акустик. Большинство проголосовало за одно что-то, и, например, все решили, что будет Мэки, потому что дешевле. Или вообще денег не дадут. Это конгрегационалистская система управления, и существует 3-я система управления, которая называется пресвитерская. И как вы думаете, из этих 3 систем, какая одна библейская? Аллилуйя! Хорошо быть с обученными людьми и хорошо проповедовать церкви, которая что-то уже знает об этом. Итак, сегодня я хотел бы с вами расставить точки над «и». Потому что иногда у людей вопросы, кто управляет церковью, кто занимается руководством церкви, кто такие епископы, кто такие старейшины, кто такие пасторы, какое взаимоотношение между ними, а кто ты вообще такой, пастор, епископ, пресвитер, апостол, кто ты такой вообще? Ты кто такой? Это вопросы, которые задаются людьми. И вообще, когда, например, вы приходите куда-то, в какое-то место, где вы встречаетесь с верующими, первым делом люди спрашивают, ты из какой церкви? И кто у тебя пастор? И если вдруг вы скажете, что я там из такой-то церкви, и скажете, что у нас нет пастора, у людей начинается смятение в голове. Или смущение в голове. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему епископства, но только немножечко с другой стороны. Итак, первое место Писания. Мы будем читать некоторые места Писания в синодальном переводе, потому что синодальный перевод именно
цепляет людей, потому что в новых переводах там уже написано более точно с греческого перевода. Но синодальный перевод очень распространенный, очень популярный. И первое место Писания – это послание Титу, 1 глава с 5 стиха. Здесь апостол Павел говорит так: «Я для того тебя, Тит, оставил в Крите, чтобы ты довершил недоконченное». Знаете что? Когда апостол Павел со своей апостольской командой находился на Крите, они основывали церкви. Вы же читали это в Деяниях апостолов. Да? Согласны? То есть они там начали определенную работу. И он говорит: мы тебя оставляем для того, чтобы ты там завершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Давайте вот сейчас мы остановимся пока на этом месте. Кто такие пресвитеры? Слово пресвитер в греческом, оно точно так же практически звучит пресбитерос. Это люди, которые находятся в позиции управления церковью. Другими словами, сегодня бы про такого человека сказали руководитель церкви. И интересно, вот здесь он говорит: когда ты придешь, я хочу, чтобы ты закончил то, что мы начали. Мы основали церкви, но все еще там не оставили должное руководство. Хотим, чтобы ты закончил это дело, чтобы ты поставил этих людей, рукоположил этих людей, или, скажем так, выдал им определенный мандат этим людям для того, чтобы они были способны управлять церковью. Согласитесь, здесь так написано. Здесь не написано ни про каких пасторов. Там не написано: когда будешь на Крите, хочу, чтобы ты каждой церкви поставил по одному старшему пастору. Сегодня есть такая мода — старший пастор. И интересно, и вот здесь такой оборот речи: ибо епископ. Подожди. Давайте вернемся в предыдущие стихи. О ком здесь говорится? Для того я тебя оставил в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам кого? Пресвитеров. Здесь говорится о пресвитерах. И дальше, когда продолжается описание того, какими качествами должен обладать пресвитер, здесь же про пресвитеров говорится. Там он совершенно другой оборот, или совершенно другое слово использует. Ибо епископ. Павел, подожди, ты что, братан? Ты прыгаешь с позиции на позицию, с сана на сан. Когда мы читаем вот это место Писания, у Павла не было затмения. Павел не был идиот. Павел не был человек, который забыл вообще, о ком он говорит. Он просто здесь практически ставит знак равно между старейшиной, руководителем, пресвитером и епископом. Он говорит: ибо этот человек, о котором мы говорим как о пресвитере, то есть епископ, должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец. Это то же самое, например, если бы вы знали меня просто как мужа Алины, и вы бы сказали: я сегодня общался с мужем Алины, а кто-то сказал бы: о, так это был Денис. Я не знаю, Денис или не Денис. Но и один прав, и другой прав. Это про одного и того же человека говорится. Этот говорит обо мне как о муже Алины, а этот говорит обо мне как о Денисе. Но это же об одном человеке идет речь. Здесь то же самое. Говорится об одном и том же персонаже, который называется пресвитер. И этого же человека апостол Павел называет епископом. Старейшина. Я хочу первое, чтобы мы отметили себе из Писания: старейшина равно епископ. Здесь у нас ломается у многих мозг. Ну, в смысле епископ? Епископ – это вообще человек, который должен стоять над определенной структурой. Нет никакой структуры в Новом Завете. Я хочу расстроить людей, которые все хотят быть частью какой-то религиозной структуры. Нет никакой религиозной структуры. В первой церкви ее не было. Каждая церковь была автономной, у них не было там союза ГЦХВЕ какой-нибудь, греческая церковь христиан веры евангельской. Ну не было этого.
Это каждая церковь жила автономной жизнью. Они автономно существовали, развивались и управлялись пресвитерами. И эти пресвитеры, это были люди, которые являлись командой. Это не был один какой-то пресвитер, который управлял большой конгрегацией, и его звали пастор. Это так Библия говорит. Когда я первый раз с этими вещами столкнулся, я начал над этим размышлять, я стал думать: Господи, а куда тогда пастора засунуть? Хорошо, ладно, я согласен, здесь написано про пресвитера, и его же называют епископом. Потом, когда я стал вникать в понимание того, кто такой епископ и кто такой пресвитер, в греческие определения этих людей, я стал понимать, что это одно дополняет другое. Мы сейчас к этому придем. Но еще раз, я хотел бы, чтобы мы из первого пункта перешли ко второму. Первое, епископ – это равно пресвитер, или пресвитер – это равно епископ. Второе, что нам нужно усвоить, что здесь же в этом месте Писания написано, чтобы по нескольку пресвитеров он поставил в церквях. То есть управление в церкви, оно сегодня возложено на плечи команды пресвитеров. Команды пресвитеров. Когда люди говорят: вы к какому союзу принадлежите? И ты говоришь: ни к какому. А кому вы тогда подотчетны? Подотчетность в Царстве Божьем немножечко по-другому работает. Когда, например, пресвитеры, они служат командой, и они подотчетны друг перед другом. А знаете, разница какая? Есть какой-то епископ, который живет где-то там в столице. Я живу на периферии, я отношусь к его союзу, к примеру. Возьмем такой момент. И я типа подотчетен этому человеку. Но суть-то в том, что этот человек видит меня один раз в год на каком-нибудь общем собрании епископском. И он не знает, может быть, я втихаря жену лупасю и по щекам ей даю. И все, например, в моей конгрегации об этом знают, но епископ не знает. И я никак ему не подотчетен, я просто ему об этом не говорю. Когда есть команда пресвитеров, которые являются частью этого же собрания, они могут знать, как я живу, какая у меня личная жизнь, как я себя веду с людьми, как я себя веду в собрании, когда нет людей, которые за мной присматривают, которые приехали с проверкой и смотрят: ага, все ли там нормально у вас. Вот это настоящая подотчетность. Когда есть команда людей, и мы знаем, как мы живем, мы вхожи друг к другу в дом, мы знаем, какие у нас отношения между мужьями и женами, между детьми и родителями, мы знаем друг друга в обычной повседневной жизни, и там мы можем быть подотчетны в тех вещах, о которых люди извне никогда не узнали бы. Это более практично, когда существует команда епископов, команда пресвитеров, команда людей, которые руководят церковью, и в этой команде есть прозрачность, и люди могут говорить друг другу о вещах, про которые, например, может быть, другие люди никогда не узнают или никогда не посмеют сказать, но внутри команды это работает. Потому что там есть определенное доверие между людьми, которые занимаются управлением церковью. Еще место Писания. Третья истина, которую мы должны отсюда взять, это Деяния апостолов, 20 глава, 17 стих и 28 стих. Мне очень нравится один фейк, который я слышу от разных очень уважаемых служителей, которые говорят, что в церкви в Ефесе был очень известный пастор, и звали его Тимофей. Слышали когда-нибудь? Я слышал не один раз эту историю. На самом деле это неправда, потому что в Библии написано немножко по-другому. Там написано так: апостол Павел, который эту церковь начал в Ефесе, он ее насадил фактически, можно так сказать. Когда он понимает, что, скорее всего, он больше не придет уже в эту церковь, и он не встретится с людьми, которые руководят этой церковью лично, не увидит их глаза в глаза больше, он, проезжая мимо, недалеко находясь от Ефесской церкви, он посылает людей, которые пригласят руководителей Ефесской церкви. 20 глава, 17 стих. «Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пасторов церкви». Нет. Он призвал старшего пастора церкви Тимофея. Нет. Он призвал пресвитеров церкви. Это были люди, которые руководили церковью в Ефесе.
И знаете, некоторые люди говорят, ну церковь за те годы очень сильно выросла. Она поняла, что управлять церковью проще одному человеку, чем вот 10 там людям в команде. Некоторые люди так говорят. Они говорят, церковь, она эволюционировала, она выбрала более лучшую форму. Друзья, вот эти ребята, которые насаждали первые церкви, они от Иисуса имели конкретное понимание, как должна выглядеть церковь. И мы должны у них учиться, потому что они что-то знали, чего мы могли не знать. Знаете, вот этот религиозный бэкграунд, он может на нас давление создавать. Например, все церкви в этом городе управляются пастором, и ты не можешь это по-другому делать. Все церкви к какому-то союзу относятся, и у них есть главный епископ. Все церкви так, или все церкви вот так. Над нами есть определенное религиозное давление. Но, невзирая ни на какое давление, нам надо выбирать Слово Божие. И вот здесь написано, что церковью в Ефесе управлял на самом деле не Тимофей. Там были пресвитеры церкви. И 28 стих, апостол Павел говорит такие слова. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей». К чему я вот это все читаю? А к тому, друзья, я хочу, чтобы вы это где-то себе записали, чтобы вы об этом размышляли. А лучше всего придете домой, выпишите все места Писания: пресвитер, пастор, епископ. Вот здесь, в этом месте Писания, все эти 3 слова встречаются. Вот здесь, когда он послал в Ефес, чтобы ему призвали руководители церкви, они называются пресвитерами. Пресвитер – это старейшина или человек, который руководит церковью. Другими словами, это человек, который имеет позицию. Скажи со мной: позиция. Пресвитер – это позиция. Пресвитер – это, если так хотите, для лучшего понимания, должность. Это должность. Это человек, который имеет определенную должность, соответственно, этому он имеет определенные права, обязанности. И здесь дальше написано: внимайте себе и всему стаду. Слово «внимайте». И дальше: в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Вот эти 2 слова «внимайте» и «блюстители», оно имеет корень епископос. То есть, когда мы говорим про епископов, это может быть человек в позиции или не в позиции, но это человек, который имеет функции, человек, который занимается определенной деятельностью в церкви, будучи блюстителем или делая что-то как блюститель. Кто такой блюститель? Это и есть епископ. На самом деле, если нам опустить любовь Божию и опустить библейские понятия, вот это вот слово «блюститель» — это тюремное вообще слово «надзиратель». Это человек, который следит за порядком в тюрьме. Это человек, который надзирает за вещами, которые должны происходить определенным образом. Так вот, в Церкви Божией мы немножечко в другом контексте, зная любовь Божию, мы понимаем, что это те самые люди, у которых есть функция надзирателей в церкви. Поэтому епископ и пресвитер – это один и тот же человек. Одно – это позиция, второе – это функция, которую этот человек исполняет. Поэтому очень легко сказать, что у нас есть несколько епископов в церкви. Поэтому Филиппийцам 1:1 апостол Павел пишет послание, обращается к церкви и к епископам, которые там находятся. То есть люди, которые занимаются душепопечением. И вот здесь интересное слово «пасти» есть. Пасти церковь Господа и Бога. Слово «пасти» – это слово на русском звучит как «поимино». Или пасти, окружать заботой, лелеять, беречь, кормить, питать, содержать, охранять, руководить. То есть, когда мы здесь читаем это место Писания, здесь встречаются все 3 понятия. Пресвитер, епископ и пастух или пастырь. Как некоторым нравится это говорить. Слово «пастор», которым сегодня описываются все руководители церкви, это человек, который занимается определенным действием, с определенным сердцем, занимается этим внутри своего собрания. Слышите, друзья, поэтому я могу одновременно находиться в позиции пресвитера, я имею функции человека надзирающего, епископа. И я имею сердце, полное заботы, любви для того, чтобы созидать это собрание. 3 вещи, 3 в одном.
Три в одном. Хотите называть пастором? Да, пожалуйста. Потому что это человек, который занимается пастушеской работой. Да, он занимается определенными вещами, связанными с атмосферой внутри церкви. Хотите называть епископом? Да, пожалуйста. Потому что это надзиратель, это человек, который поставлен для того, чтобы блюсти определенный порядок внутри церкви. Хотите называть пресвитером? Это правильно. И это правильно на самом деле. Это человек, который имеет позицию. На самом деле, друзья, когда мы говорим вообще о руководстве церкви, руководство церковью – это командное служение. Это служение мужчин. И это служение людей, которые заняты наблюдением за церковью, имеют в сердце своем жажду пасти эту церковь или заботиться об этой церкви. И их рукоположили или им передали определенную власть этим людям. Люди просто так, например, ты сейчас придешь и скажешь: слушай, я закончил там какую-то библейскую семинарию, я закончил теологическую школу, я теперь должен быть пресвитером в этой церкви. Ты ничего, никому, ничем не должен, не обязан, тем более в этой церкви. В этой церкви люди, Бог приводит определенных людей, Он рождает в них определенные действия, хотения, Он производит в них определенный труд, и этих людей ставит на долговременное служение пресвитеров. Это его труд. И когда ты понимаешь, что эти люди готовы для этого, ты начинаешь как один из пресвитеров, или как, например, апостол Павел, который начал церковь. Мы, например, можем сказать, что у нас было апостольское служение, когда мы начали церковь. Мы так боимся часто этих слов. Мы так боимся этих слов. Но на самом деле апостол – это человек, который призван или послан для того, чтобы начинать что-то новое в Царстве Божьем. Так вот, именно эти люди имеют полномочия для того, чтобы ставить или рукополагать других людей в подобное ему служение. Например, ты сегодня занимаешься детским служением, и вдруг тебе в голову приходит идея, что прекрасный человек, там прекрасный брат есть, он всегда улыбается, он красиво подстрижен, у него белые носочки есть, все по красоте подходит, по дресс-коду подходит, синодальный язык у него правильный есть. И ты детский служитель решил, что это должен быть очередной пресвитер в твоей церкви. У тебя на это полномочий нет. Сарямба. Как одна сестра говорит: вот у нас там в нашей церкви есть определенное руководство, это я это руководство продвинула и поставила в свое время. Это не про нашу церковь, я слышал про одну церковь. Ты смотришь на этих людей и думаешь: теть, так не может быть, это так не работает. Это просто по-другому немножечко все работает. Здесь, знаете, мы встречаемся первый раз со словом пастырь. Когда вообще мы говорим о вещах, связанных с руководством, у людей это гигантская твердыня в голове. Если руководитель, значит пастырь. Пастор. Если самый главный руководитель, значит старший пастор. Или главный пастор. На самом деле в Библии есть несколько мест Писания, где говорится о пастыре. Одно место Писания, где Иисус сам говорит о себе: «Я пастырь добрый, жизнь свою полагаю за овец». Это 10 глава Евангелия от Иоанна, если я не ошибаюсь. Еще одно место Писания, это Ефесянам 4 глава 11 стих, я читаю новый русский перевод. Здесь написано так: «Он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вести, четвертым быть пастырями и учителями». Вот здесь есть слово пастыри, и люди, они упирают на это, что есть же, оказывается, среди даров пятигранного служения есть слово пастырь. Куда мы это денем? Что нам с этим делать? Я хочу сказать так: когда есть команда пресвитеров, команда руководителей, и было бы хорошо, чтобы из этих 5 даров все 5 присутствовали бы в этой команде. Чтобы, например, один человек, он был с даром евангелиста, другой человек, он был, например, с пророческим даром или с пророческим взглядом на вещи. Третий человек, чтобы у него был дар учителя. У 4-го человека, чтобы был этот пасторский дар. Классно, когда вся команда, она вообще апостольская, с идеей развивать, расширять, раздвигать пределы Царства Божьего. Но это всего лишь дары. Это дары. Может быть, в нашем собрании человек с таким даром. Это не должность. Это дар, который есть внутри человека. И этот человек двигается в этом даре. Но при этом он может не находиться в команде людей, которые управляют этой церковью. Тоже люди, которые говорят, что пастырь должен быть
в управлении церкви. Потому что вот в послании Петра, в первом послании Петра, 5 главе, с 1 стиха написано так. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». И вот если вы откроете греческий оригинал этого текста, вы увидите, что здесь 3 разных слова описывают пастыря, который здесь переведено как пастырь. Описано слово «пасите» и «надзирая». 3 разных слова. Первое слово – это пресвитер. На самом деле в оригинале звучит так. «Я умоляю ваших пресвитеров». Петр обращается к церкви. Он говорит: «Я умоляю ваших пресвитеров, как пресвитер и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе». Если вы откроете греческий оригинал, там стоит слово «пресвитер». В новом русском переводе там тоже стоит не пастырь, там стоит слово старейшина. Пресвитер – это и есть старейшина, если на русский язык перевести. Слово пастырь – это пресвитеров ваших умоляю. Дальше он говорит: пасите Божие стадо. Пасите – это заботьтесь о Божьем стаде. Слово поймен, от которого происходит слово пастух. Заботьтесь, кормите, поите, делайте все, чтобы в вашем собрании ваши люди, они получали необходимую еду. И дальше он говорит: наблюдайте. Или занимайтесь епископством, наблюдайте, будьте епископами или епископами, правильно, для вашего собрания. Опять, про одних и тех же людей сказано в 3 разных лицах, если можно так сказать. А как о пресвитерах, как о епископах и как о пастырях. И все эти 3, скажем так, слова, они сочетаются в одной позиции: руководитель церкви, который называется пресвитером. Знаете, вот есть куча разных идей, связанных с пастором, с епископом, с пресвитером. Есть куча разных традиций, есть какие-то церкви, которые управляются пастором, управляются епископом. И, в принципе, мы были в этих церквях. Я был частью вот этого всего. Однажды до меня дошло, что в Библии совсем все иначе, чем мы привыкли это в традиции иметь. В традиции есть, скажем так, определенный уклад, но этот уклад, независимо от того, что традиция, она уже имеет много веков исторических под собой, эта традиция не библейская. И так сложно людям переходить или менять свой взгляд, или изменять свое мышление, когда ты читаешь Слово Божие, так трудно от этого отойти. Старейшина, еще раз, это руководитель, равно епископ, который надзирает, и равно пастырь, который заботится о людях. Это еще одна истина важная, которую мы должны сделать как итог, читая эти места Писания. Когда мы читаем Титу 1 глава 5 стих, он говорит: «Я оставил тебя на Крите для того, чтобы ты довел до конца то, что было начато, и назначил по несколько старейшин в каждом городе, как я тебе велел». Старейшины, здесь, что самое интересное, их не выбирает собрание. Старейшин не выбирают люди путем голосования, путем того, что, например, этот человек, он был добр ко мне уже на протяжении последних 10 лет. Я хочу, чтобы он был старейшина. Я хочу, чтобы этот парень был старейшина, потому что он нас водой обеспечивает. А этот за свет или за звук у нас очень ответственно относится к этому, и он руководит этим уже на протяжении многих лет. Поэтому давайте выберем его старейшиной. Старейшина – это человек, который не выбирается. Это человек, которого только могут назначить апостолы или подобные ему старейшины. Больше никто. Например, я закончил библейскую школу. Директор библейской школы не может назначить меня старейшиной в какой-то церкви. Он меня может директором библейской школы сделать. Согласитесь, подобное рождает подобное. Поэтому так важно, чтобы мы понимали, откуда эти старейшины берутся. Если есть человек, который начал эту церковь, он имеет определенную власть назначать там старейшин или рукополагать старейшин, назовите это так. Или, например, люди, которые сегодня управляют этой церковью, у них есть эта власть назначать себе подобных людей в подобное служение. Логично? Павел и Варнава в каждой церкви назначили старших, и, помолившись постом, слово старших – это пресвитеров, и, помолившись постом, передали их Господу, в которого они уверовали. Деяния, 14 глава, 23 стих. Старейшины – это люди, я еще раз говорю, хочу на этом сделать акцент, это люди, которых не выбирают путем голосования.
Это люди, которые не вырвались в позицию. Это люди, которые не заслужили определенную позицию, и кто-то извне, какой-то важный человек назначил. Это люди, которые рукополагаются только основателями церкви и только теми людьми, которые управляют этой церковью. Из Иудеи в Антиохию пришли люди, которые стали учить братьев. Это Деяния апостолов, 15 глава. Я хочу, чтобы мы посмотрели ответственность, которая возложена сегодня на пресвитеров. В Антиохию пришли люди, которые стали учить братьев. Если вы не будете обрезаны по обряду, установленному Моисеем, вы не можете быть спасены. Это привело к разногласиям и горячему спору между ними с одной стороны и Павлом и Варнавой с другой. Тогда Павлу и Варнаве поручили пойти вместе с несколькими другими верующими в Иерусалим и обсудить этот вопрос с апостолами и старейшинами. Получив помощь от церкви, они пошли через Финикию и Самарию, рассказывая там об обращении язычников. Эта весть вызывала у всех верующих большую радость. В Иерусалиме они были приняты членами церкви, апостолами и старейшинами, и рассказали им обо всем, что Бог совершил через них. Но верующие, принадлежавшие группе фарисеев, говорили, что язычников следует обрезывать и требовать от них соблюдения закона Моисея. Апостолы и старейшины собрались, чтобы рассмотреть этот вопрос. Ответственность богословия, ответственность, какое будет учение в церкви, ответственность, какой будет порядок проведения тех или иных служений лежит на ком? На старейшинах и апостолах, если в этой церкви есть апостолы. Это их ответственность, это те люди, которые разрешают богословские, теологические споры. Церковь не может состоять из людей, которые, знаете, вот они сегодня, каждый живет своей жизнью. Я верю, что пришествие Иисуса Христа уже произошло. Уже не будет больше пришествия Иисуса Христа. А я верю в то, что грехи не надо исповедовать, потому что однажды и навсегда, 2000 лет назад, Иисус забыл, простил и не вспоминает. А я верю вот в это, а я верю вон в то. И иногда в какие-то собрания попадаешь, люди верят в то, что им нравится больше всего, то, что им первое в голову приходит. Для этого и есть сегодня старейшины и апостолы. Кто-то из них обладает даром, например, учителя, кто-то из них обладает даром пророка, кто-то из них обладает еще какими-то дарами из Пятигранного, для того, чтобы решать эти вопросы богословские и теологические, соответственно Писанию. Еще одна вещь. Власть, которую имеют старейшины. Деяния 11 глава, 30 стих. Так они и сделали, послав Варнаву и Савла доставить собранные деньги. И здесь вот если на этом остановиться, я хочу вам напомнить, что эти ребята собрали особенное приношение для Иерусалимской церкви. И кому они вручили эти деньги? Старейшинам. Мало того, что старейшины определяют, какая будет в церкви богословская составляющая, старейшины управляют деньгами, они имеют власть в этой церкви. Деньгами в церкви управляет не бухгалтер, не кассир, не администратор, не какой-нибудь дяденька там самый старший извне, который начинает тебе говорить, куда ты будешь девать те или другие деньги. Старейшины, как руководители церкви, и они же управляют деньгами. Власть, потому что она в том числе распространяется и на деньги церковные. И это очень важно.